Ну, привет, друзья! Сегодня опять я на улице. У меня сегодня задача. Мне жена сказала, мясо закончилось дома. Иди, сказала, добывай мясо. Я поехал сегодня в Нишеру, там, я знаю, продают сегодня мясо у нас, свинину, по-моему. И съезжу. Пока начинается метель, вот мне надо до метели успеть. Очень такой прохладно, неприятно. Вчера буквально было почти 30 градусов, 27 с утра было. А сегодня... Сколько там? 11 показывает, но ветер такой, и очень, очень неприятно. О, метель начинается, короче говоря. Вот. Я поеду за мясом сейчас. Взял сумку, денежку. Ну, сумку, пакет, то есть. И заодно и подышу свежим воздухом. Вот такая у меня сегодня задача. Добыть мясо. Все. А у нас тут... Ох, ветер такой сильный. Вон уже столько снега на крыше у родительского дома. И там вот чистит. Алексей чистит этот снег. Ну как-то так устроена веранда, что туда снег наваливает и давит на крышу. Ну, звук, конечно, сейчас будет очень плохой, потому что ветер мощный. Вот так. Каждый год так чистим и не раз за зиму. Вот такая конструкция веранды не очень нравится. Потому что северная сторона туда наваливает снега. Все, ребята, я за мясом. Звук. Все. Так что куча Ну ладно, кренжи, спасибо. черешка. Спасибо за мясо, я поехал домой. Нюбашин. Нюбаши, начкиши. Начкиши. Нюбаши, начкиши. Я и кусок съм ще пожалуй, що аджан като юлич варяйте бог. Магазин. Ну что, ребят, едем уже, так сказать, у нас обратный курс. Ветер, наверное, сильный задувает. Пару слов скажу. Купили мясо. Сказали, но я не знаю, почем. Где-то 200 с лишним. Чистое мясо. Недорого. Это недорого. Даже села. Так, уже к дому подъезжаем. Алексей там заканчивает уже крышу. Ох, холодуга такая. Замерз, ребята. Очень сильно даже замерз. Очень сильно замерз. Вот так выглядят, ребята, наши дрова. Все расколотые. Вот так. Это уже потом надо будет складывать в поленницу. Но это уже ближе к весне. Еще вторую пачку надо привезти. Поднимаемся. Ну вот, ребята, я уже дома, заехал, замерз, правда, очень сильно. И вот такие кусочки мяса, это окорок свиной, и тут грудинка, по-моему. Сейчас все это с пакета развернем. Ну, не пакета, это пищевая пленка. Где-то тут, там бумажка, там написано, потом посмотрим. Вот это где две штуки, где-то 1470
5 рублей. Ну, 1500, скажем. Ну, недорого, где-то 200 с лишним рублей килограмм получилось. Вот эта свинина. Так, вот этот окорок получился где-то 4 килограмма, 4300 грамм. А тут грудинка. И грудинка... Сколько там написано грудинку? Вес. Вес кило 670. Вот такая грудинка. Это на котлеты тоже очень хорошо. И жирок, и мясо. Вот. Все. А вот на мясо пришел наш Бориска. Ждет. Но ему ничего не пропадет, конечно, с этого. Ну, может быть, чуть-чуть. Да, Борис? Надо тебе мясо? А? Да? Тут не мясо. Ну, я уже, ребята, ну, как бы, заканчиваю. Вот тут сколько, это на фарш пойдет это все. Это вот сейчас дорежу, и потом это, вот это кусочки на веранду, чтобы немножко остыло. Потому что электрическая мясорубка, что-то вот сырое мясо, ну, плохо режет, что ли, или как. Ну, фарш, надо фарш крутить, а мясорубка, чтобы немножко мясо подмороженное было, вот так. Короче, сказал, а то, блин, слова не нахожу. Ну вот и все, сегодня мои приключения. Мне поставили задачу добыть мясо, я съездил, купил, ну вернее я знал, что там сегодня продают это мясо. Купил мясо, свинину, в общем сложности где-то 1500 рублей что ли. 4300, по-моему, окорок и кило 600 что ли грудинка. Ну вот столько мяса. Мясо отличное, кстати, если кто там нившевские будете, ну, мясо отличное, хорошее мясо, и жирок есть, и немного, ну как бы сала. Отделили там кожицу для рулета, кожицу вместе с мясом и с прослойкой сала. И получилось нормально. Вот так, сами скотину не держим, приходится... Ну, былые времена держали, а сейчас уже нет. Приходится на покупном мясе жить, но мясо хорошее, я вам скажу. Настоящее деревенское мясо. Вот так. Ну все, на этом заканчиваю это видео. Я дальше буду резать на кубики. И потом уже вечером буду фарш делать. Но это уже снимать не буду, потому что там мясорубка шумит, даже там толку-то этого снимать. Фарш он есть фарш. Все, ребята, всем пока. До новых видео.